На ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот основные темы выпуска. Дым рассеялся, вопросы остались. На пожаре было обнаружено тело одного погибшего. Как тушили храм всех религий, Елена Анатольевна? В Волге умирает рыба. В течение 20 лет такого ничего не было. Откуда на берегу реки центнеры мертвых карасей и щук, узнавал Рамиль Шайдуллин. Два дома заселят в ближайшее время, остальные чуть позже. Готовность объектов довольно-таки высока. Ход строительных работ ЖК Салават-Купре оценила Аделя Кламиц. Предложение от вице-премьера. Если они сейчас будут бегать везде подряд, это будет только мешать движению. Кому придется уступать на круговых перекрестках, и где пешеходы смогут переходить улицу, где вздумается? Предложение и мнение на этот счет изучил Дмитрий Аринин. 23 года стройки пошли прахом. В Казани сегодня сгорел храм всех религий. То, что строилось десятилетиями, должно было стать одним из культовых объектов Татарстана, теперь под угрозой исчезновения. Владельцы храма раздумывают, стоит ли его восстанавливать. Вообще ситуация с постройкой очень запутанная и непростая. Права наследования долгое время являлись предметом спора и разбирательств. В непростой истории, которая может поставить крест на уникальном храме, разбиралась Лина Зинатуллина. Пожарные и на крыше, и внутри храма. Тушить приходилось одновременно с 6 сторон. Пламя бушевало на кровле здания и на чердаке над вторым этажом. В половине пятого пожарных вызвал очевидец. К этому времени пожар уже, скажем так, получил большое распространение. Пожарным пришлось потратить определенное время с тем, чтобы вскрыть запертые двери. С водой проблем здесь не возникло. Цистерну подключили прямо к Волге. Правда, пришлось перекрыть дорогу. На тушение храма направили полсотни пожарных и 14 единиц техники. И к половине 7 утра пламя удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. На то, чтобы окончательно потушить пожар, понадобилось меньше часа. Однако постройка непростая, и пожарным пришлось выкладываться по полной. Очень сложная конструкция здания внутри. Планировочное решение такое. Все это сообщается переходами, лестницами. Сложно, конечно, было работать. И при полной темноте. Около 6 утра из горящего здания вынесли труп мужчины. Погиб Мансур Зинатов, бывший прораб и соратник создателя храма. Он в последние годы жил здесь один. Уникальный архитектурный ансамбль, объединивший 16 мировых религий, в 1994 году начал строить архитектор и художник Ильдар Ханов. После смерти создателя Мансур Зинатов собирался продолжить его дело. Еще в феврале он показывал храм нашей съемочной группе. Концерты, выставочные работы проводим, потом школу планируется здесь художественную детскую открываться. Вот это его идея была. Идеи Ханова смотритель унаследовал, а вот права собственника нет. Храм перешел брату и сестре художника, живущим в Москве. А они оформили доверенность на Рустема Сагдеева, который позже возглавил фонд Ханова. Ключи от храма Ханова передали ему. Мне дал он ключи, передал доверенность на управление, распоряжение, пользование. Все права собственности. Однако у правообладателей доступа в здание так и не было. По их словам, Мансур не пускал. А как говорят жители соседних домов, на днях поговорить с Зинатовым приезжали Хановы. Ну что, говорит, они его выселяют. Он сказал, говорит, подождите до 12 числа. 12 числа я, говорит, уеду. Вот и уехал на тот свет. С храмом сгорела и вся галерея картин Ханова. А вот временная выставка уцелела. Работы скульптора Бориса Зыкова вывезла его дочь, о чем позаботился Мансур Зинатов. И уже в пятницу вот он мне позвонил и сказал, что он договорился на субботу. В субботу утром мы работы все перевезли в музей Васильева. Спор по наследству тянулся 4 года. Стороны настолько конфликтовали, что у Ильгиза Ханова, который проживает в Москве, уже есть своя нелицеприятная версия пожара. Мансур поджег. Он и всегда всем говорил, что я сожгу все. Если вы не сделаете меня хозяином здесь. По предварительным данным, храм действительно подожгли. Найдены следы горючей жидкости. Установить виновника еще предстоит, как и оценить ущерб культурному объекту. А вот стоит ли его восстанавливать, владельцы уже сомневаются. Лина Зинатульна, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Мертвый берег. В Зеленодольском районе берег притока Волги у поселка Займище усеян мертвой рыбой. Огромные щуки, караси и даже ондатры. Подобное уже случалось, но это было в самый разгар жаркого лета на Казанке и не в таких масштабах. Сегодня в Татарстане экстренно была создана специальная комиссия. Рамиль Шайдуллин отправился на место.
Живая вода или мертвая, экологи выясняют экстренным анализом. В Волге массовый замор. Берег у поселка Щурячий полон десятков килограммов мертвой рыбы. Но вода ли ее убила? Это явно не отравление. Это она задохнулась. Если бы ей кислорода хватало, она вся была на глубине. Это естественно. Радик Гатаулин – рыбак со стажем, однако такого замора не припомнит. Обычно берег был усыпан рыбаками, теперь же сюда и не подойти. Тысячи рыб разлагаются и пахнут. Чем теплее, тем острее. В прошлом году по всей республике на водных объектах наблюдается замор рыбы. Экологам знакомы такие катастрофы, но чтобы рыба задыхалась зимой, такое впервые. Поэтому сначала анализ воды и дальше разбор полетов. И сегодня создана специальная комиссия, которая и будет выяснять причины экологической катастрофы. Берег усеян мертвой рыбой от нехватки то ли воды, то ли кислорода. Но предварительный анализ показал, что кислорода здесь достаточно, потому что если бы его было мало, осадок был бы не бежевым, а белым. Точно же результат дадут лабораторные исследования. О причинах массовой гибели рыбы знает ихтиолог Игорь Галанин. Говорит, что если замор произошел сейчас, то в гипотезе это кислородное голодание. Но, судя по всему, рыбам из займища уже не месяц и не два. Вовсе не обязательно, что она погибла именно весной. Может быть, зимой. Зима для рыбы достаточно тяжелое время. Дело в том, что основным источником кислорода является атмосфера, а лед препятствует этому процессу. Все детали покажет анализ. Его результаты экологи направят в Росприроднадзор. На реке федерального значения недопустимо такое гиблое дело. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Зеленодольский район. Сегодня арбитражный суд Татарстана признал Анкорбанк банкротом. И сейчас платежи по кредитам этого и Интехбанка будут приниматься в Акбарсбанке. Это касается физических лиц. Банк был отобран комиссией по оперативным вопросам конкурсного производства. Платежи будут приниматься в офисах банка и через интернет-банк Акбарс онлайн. Акбарсбанк подтвердил высокий уровень доверия агентству по страхованию вкладов. Кредиты будут приниматься во всех офисах Акбарсбанка, а также в Акбарс онлайн. О дате начала приема платежей мы сообщим дополнительно. Круг замкнется. Правила дорожного движения могут получить очередную порцию новшеств. Первый вице-премьер страны Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу проработать два серьезных изменения. Первое – поменять правила проезда по круговым перекресткам и ввести зоны, где скорость будет не более 20 км в час. Как эти идеи встретили в Татарстане, узнал Дмитрий Аринин. Сейчас на перекрестках с круговым движением водители, которые на него уже заехали, должны уступать дорогу тем, кто на него только заезжает, как вот в этом случае. И это если при въезде на круг не стоит знак «Уступи дорогу». Сейчас же предлагается приоритеты поменять и во всех случаях круговое движение сделать главным. Мотивация в том, что по таким правилам сейчас ездят почти во всем мире. Зеленый свет такому движению дают и опрошенные нами водители и эксперты. Если на круг выезжает очень много машин, которые должны пропустить идущих по другим дорогам, то там будет коллапс просто. Надо ликвидировать эти знаки «Уступи дорогу», потому что круг, он все-таки уже как-то и водители привыкают, потому что он считается главным. И недоразумение происходит много из-за этого, потому что человек не ожидает, что ему здесь может знак висеть. Во всем мире, если так, так и у нас, наверное, так. Высчитали, пусть будет так. Гораздо больше вопросов и возражений вызвала идея так называемых зон успокоенного движения. То есть участков дорог, где автомобилистам дадут максимум разогнаться до 20 км в час. И при этом пешеходы смогут переходить улицу где и когда захотят. Извините, а если водитель неадекватный? По моему мнению, это не надо, потому что, мне кажется, это не уменьшит количество наездов на пешеходов. Если они сейчас будут бегать везде подряд, это будет только мешать движению. Ввести такие зоны успокоенного движения в основном предлагается в исторических частях города, где много пешеходов. Однако наши эксперты говорят, что такой шаг крайне опасен. 20 км в час плюс допустимую погрешность – это 40 км в час. А это уже для пешехода, это уже все-таки травмоопасно. Мы едем и материмся, где 40 километров стоит. 20 километров мат будет 3 раза громче, да? Второй вопрос. Разрешить народу в любом месте переходить? Будут переходить и на других улицах. Над предложениями о новых правилах будут еще думать. На тщательное изучение вопроса МВД и Минтрансу отведен месяц. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Исторический центр, впрочем, так и так может освободиться от личного транспорта. Сейчас разрабатывается новый генеральный план, который ужесточит порядки в центре города. Как именно, рассматривали сегодня на деловом понедельнике в мэрии. Границы дозволенного оценила Илисан Сабирова. Оля
Улица Вишневского. Теперь эта граница. Здесь заканчивается исторический центр Казани. То есть на той стороне действуют особые правила застройки. Перпендикулярная Вишневскому улица Ершова вплоть до Октябрьского городка осталась в исторической части. Границы проходят там, где сосредоточена большая часть объектов культурного наследия. Кроме центра исторической Казани, это еще и часть Кировского района и вся Адмиралтейская слобода. 23,5 квадратных километров особо охраняемых территорий. Со всеми объектами, участками и даже растениями. Там, где ремонтировать и строить можно только по согласованию с Министерством культуры и межведомственной комиссией при президенте Татарстана. Границы же найдут отражение в новом генплане столицы, который на подходе. В нем сведено огромное количество информации и расчетов, поэтому его разработка занимает длительное время. Но желая получить максимально проработанный документ, мы терпеливо ждем. Ведь от этого зависит, станет генплан мощным двигателем в развитии города или палкой в колесе. Материалы будут на руках к июлю этого года. На этом этапе будет обсуждение со всеми кругами тех лиц, которые могут объективно высказаться по генплану. В новом генплане Казань – город компактный, с километрами новых дорог, развязок, однако свободный от личного транспорта и с трамвайной линии до нового микрорайона Салаватку, просветкой по улице Тецевская. К тому же планируется вывод промышленных объектов за пределы города. Восток Казани есть территория, она показана как для выноса предприятий промзоны. Часть на севере, в районе синтеза. Строить и развивать город на основе этой концепции будут до 2035 года. Компьютерная транспортная модель уже есть. Принять документ планируют в конце 2018 года. Лейсан Сабирова, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». На режимные объекты Казани пронесли взрывные устройства. Правда, муляжи. Охрана бдительности не проявила. МВД проинспектировала объекты массового пребывания людей и выявила, что сотрудники ЧОПов пренебрегают своими прямыми обязанностями. По результатам проверок ведомство направило в прокуратуру письмо. А вот рядовых казанцев сегодня похвалили, стали бдительнее. Только за 3 дня поступило более сотни сообщений об обнаружении бесхозных подозрительных предметов. Сотрудники частных охранных организаций не проявляют бдительность и не обращают внимания на посторонних лиц и оставленные предметы, либо, напротив, позволяют манипулировать предметами с явными признаками взрывного устройства. 12 апреля соципотечники Салавата-Купыры отметят новоселье. Здесь дают еще один дом. Строительство многоэтажки в 13-м квартале полностью завершено. До конца месяца планируется ввести в эксплуатацию еще одно здание. Где строители отстают по срокам, а где порадуют раньше графика, Аделя Коломиец оценила масштабы стройки. Работа на стройке кипит, и где-то подрядчики уже на финишной прямой. Дом 11-4 почти готов. Сейчас идут малярные плиточные работы. Сдать многоэтажку планируют к концу мая, а вот по соседству ситуация иная. Повысить темп работы в ближайшее время планируется на стройке в 11-м квартале. Здесь идет небольшое отставание по графику. В домах 1, 2, 3 и 5. На следующей неделе здесь увеличится количество рабочих до 1000. Дом 10-2, 10-7 тоже должны сдать в конце мая, либо в начале июня. Следом на очереди 10-1, 10-3. А вот 12-й квартал достроят только ближе к осени. На сегодня готовность объектов довольно-таки высока у Камгасэнергостроя. И фактически они тоже будут завершены строительством сданы эксплуатацию до 1 сентября 2017 года. Ускорить темпы стройки и сдать 16 домов к сентябрю. Такую задачу перед строителями поставил президент Рустам Минниханов еще в январе этого года. Строители ответили: успеем. А это фундамент будущей школы. Учебное заведение на 1200 учеников появится здесь в 2018 году. А вот с детскими садами вопрос пока открыт. Сейчас в районе работают 2 дошкольных учреждения, но когда дома заселят, мест не хватит. В Минстрое уже думают, как решить эту проблему. На первых этажах нежилых помещений будут тоже рассматриваться варианты размещения детских садов. Законодательство это позволяет. Жителей в Салават-Купыры станет больше уже на этой неделе. В среду начнется выдача ключей дома 13-1. А до конца месяца подрядчики устранят замечания в доме 10-5 и тоже начнут его заселять. Аделя Коломиец, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и вот о чем далее в программе. Не оставили в беде. Отзывчивость, которая восхищает. В репортаже Александры Севастьяновой. Соревнования победителей. Заниматься спортом и набрать много друзей. Как готовятся дети, перенесшие рак ко всемирным детским играм, расскажет Альбина Минибаева.
Татарстан планирует расширять сотрудничество с Калифорнией. Об этом заявили во время рабочей поездки Рустама Минниханова в американский штат. Наша делегация уже провела переговоры с руководством и местным бизнесом. Речь шла о сотрудничестве в экономике, науке, образовании. Также представители Татарстана познакомились с калифорнийскими бизнес-инкубаторами, инжиниринговыми центрами и медицинскими учреждениями. Соцсети могут оказаться под запретом. В Госдуму внесен новый законопроект. Хотят ограничить доступ в интернет. И если это произойдет, для тех, кому нет 14, не будет доступа к социальным сетям. Те, кто старше, должны будут зарегистрироваться с паспортом. Согласны ли с этим казанцы? Некоторые родители будут не согласны. Например, два маленьких ребенка будут дружить друг с другом. Один будет сидеть в социальных сетях, другой нет. У них будут какие-то уже разногласия появляться. Это будет намного лучше, если дети не будут заседать в интернете. Потому что даже если сравнивать, у меня у самой есть ребенок, он постоянно сидит в интернете, и их не выгнать на улицу. То есть, получается, людям ограничить медиапространство, что ли? И получение доступа к информации, это так-то противоречит Конституции Российской Федерации. Это жизнь положительно, но сомневаюсь, что что-то изменится. Почему? Потому что найдут способ, все равно будет там сидеть. Когда родных нет, на помощь приходят чужие. Трогательная история произошла после выхода в эфир сюжета в нашей программе «Вызов 112». У одинокого пенсионера дотла сгорела квартира. В огне погиб и единственный питомец инвалида. Как добро творит чудеса, увидела Александра Севастьянова. Что-либо сказать пенсионеру было трудно. На протяжении всего короткого разговора Вячеслав Полехин плакал. Сегодня инвалида второй группы положили в больницу. Переживаний организм не выдержал. Сейчас мужчине предстоит начать новую жизнь, ведь старую унес пожар, захватив с собой еще одну, маленькую. В дыму погибла любимица Вячеслава Полехина, канарейка. Он постоянно о ней говорит, делится одна из активисток. Чтобы успокоить старика, девушка решила подарить ему новую птицу. Ни родных, ни друзей у Вячеслава Полехина нет. Поддерживают пенсионера незнакомые люди. Пока одни здесь, рядом, другие в квартире делают ремонт. Одним из первых откликнулся Айрат Мухамедшин. Я здесь, наверное, чуть не расплакался, потому что мужчина был просто грязный, плачет, он не знает, что делать, он просто потерян. И, наверное, я понял, что здесь мы, точно должны этому человеку просто, я не знаю, помочь встать на ноги. Пожар произошел тогда, когда сам пенсионер пошел в социальную столовую. Запах гари, следы копоти. Именно в таком состоянии сейчас находится квартира пенсионера. После пожара мало что уцелело, пришлось менять даже проводку. И сейчас в планах неравнодушных людей сделать здесь капитальный ремонт. Объем работы квартиру вынесли полностью, то есть здесь ничего нет, голые стены, абсолютно, наверное, голая квартира, ремонт полностью, это обои, потолки, то есть все, полы, стены, двери, все прочее, то есть до нового унитаза. Группа поддержки собрала уже более 100 человек. Кто-то купил обои, кто-то сантехнику, привезли новую кровать. Присоединиться к неравнодушным можете и вы. Достаточно отправить любую, даже самую незначительную сумму на расчетный счет. Его вы видите на экране. Александр Севастьянова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Игры победителей недоступны татарстанцам. Дети, перенесшие онкологию, не могут поехать на спортивные состязания, которые пройдут в Москве в начале июня. У ребят нет денег на поездку в столицу. Нужно всего-то 90 тысяч рублей за возможность увидеться и пообщаться с такими же, как они. Альбина Минибаева подскажет, что можно сделать. Ольга Рыжова в раннем детстве перенесла страшную болезнь. Сейчас, как и сверстники, ходит в школу, занимается спортом, ведет активную жизнь. В планах поездка в Москву на соревнования по мини-футболу и стрельбе. Я еду, чтобы позаниматься спортом и набрать много друзей. Мы познакомимся там с друзьями, будем играть сообща. А 7-летний Матвей Десятников за победу во всемирных детских играх будет бороться в 4 дисциплинах. Это бег, футбол, стрельба и плавание. Верит, опыт участия в прошлогодних играх поможет ему выиграть медаль. Мой сын любит очень соревноваться, хочет стать победителем, общается там с детьми. Готовимся. Сейчас сюда на стрельбу приехали, дом футбол играем. Детские игры победителей – это не только спортивный проект, а возможность встретиться с известными артистами, сделать фотосессию. Участвуют дети из 20 стран мира. Видят таких же детей, они понимают, что после этой тяжелой болезни дети могут жить полноценной жизнью. Они эмоционально заряжаются от общения. Эти соревнования пройдут в Москве с 1 по 4 июня. Однако на поездку в столицу у 6 юных татарстанцев не хватает средств. А это 90 тысяч рублей.
детей. Благотворительный фонд Анжелы Вавиловой готов помочь ребятам и обращается ко всем неравнодушным людям, посодействовать в материальной поддержке. Телефон вы видите на экране. Альбина Минибаева, Лейсан Мустафина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Студенческая ТЭФИ у корреспондента нашего канала Салават Мухаммадуллин получил специальную премию жюри в Ростове-на-Дону. Он оказался в числе лучших молодых тележурналистов страны. За заветную статуэтку боролись почти 400 студентов из 30 регионов России. По итогам конкурса жюри отметило работу Салавата «Я проголосовал» в номинации «Информационный сюжет» специальным дипломом. Игорь Николаев и его самые известные хиты в живом исполнении. Сегодня вечером на Казань. В Нефтеграде тает лед, на субботник выходит народ. В Альметьевске поднять общественный дух решили креативно. Сотрудники исполкома сняли ролик-пародию на популярную песню группы «Грибы». В клипе, который у себя на странице в Инстаграм разместил глава Айрат Хайруллин, десятки людей с лопатами и метлами в руках призывают навести в городе порядок. На субботник выходит народ, вместе мусор уберем. Кто не с нами, тот огребет. В Нефтеграде тает лед. На субботник выходит народ, вместе мусор уберем. Кто не с нами. Сотрудники предприятий на одной спортивной площадке в Казани стартовал традиционный корпоративный турнир по мини-футболу «Бизнес-лига». За весенний трофей в борьбу вступили 6 коллективов. Среди главных претендентов на титул представителей нашей телерадиокомпании. Еще никогда сборная команда ТНВ не стартовала в турнире так успешно. 2 матча и 2 сухие победы. Сначала наши футболисты обыграли команду «Волгодорстрой», а потом смогли сломить сопротивление одного из лидеров чемпионата – «Русгазинжиниринг». Долгожители, да, мы этого турнира из истоков, в истоках играли. Знаем все команды, в принципе, но поменялась схема игры чуть-чуть. 4 поля, 5 вратарь, 5-й вратарь. Но я думаю, что удача будет на нашей стороне. Новички вливаются в чемпионат практически на одном дыхании. Нет времени на проверку сил и оценку соперника. Битва за очки идет с первого тура. Тем более старожилы корпоративного турнира не дают расслабиться. Атмосфера здоровая, хорошая организация, но результат не, конечно, показывает отсутствие постоянных тренировок. Уже 12-й по счету чемпионат бизнес-лиги использует всевозможные новшества и практику профессионального спорта. В этом году регламент претерпел изменения. Теперь на площадке находятся не 5 игроков, а 4 футболиста и 1 вратарь. Когда люди приходили, сами же офисные сотрудники, которые буквально там со школы или с университета только помнили, как играть, как я говорил, уже ребята тренируются, начинается появляться хоть какая-то тактика, появляется игра. То есть очень интересно теперь наблюдать за играми корпоративных команд. Групповой этап соревнований продлится до мая, а потом команды определят чемпионов в борьбе за большой и малый кубок. Алмаз Гафиатов, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов-112». Наворовали на 500 000. Как сотрудники склада его вычищали. Все подробности через несколько минут. Ну а сейчас о спорте, о погоде. И до встречи в 21:30. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы снизили для вас процентную ставку. Ипотека всего от 8% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Продадим любой ценой. Ограниченная партия автомобилей Nissan с максимальными скидками. Узнайте подробности в автоцентре «Марка». Звоните 4 5 3 единицы. Оплати и выиграй главный приз iPhone 7. Татэнергосбыт проводит акцию для потребителей. Подробности на сайте tatenergosbyt.ru. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. 100 000 подарков. Весь апрель Мебельград дарит подарки каждому покупателю. Только до конца апреля. Лада Веста с выгодой до 30 000, Лада Гранта до 60 000 и X-Ray до 90 000 рублей. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене.
Весенняя оттепель в магазинах «Светофор». Свинина на кости всего 179,90 за килограмм. «Светофор» – зеленый свет народным ценам. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. «Шевроле Нива» – надежный внедорожник с постоянным полным приводом, созданный для самых сложных дорожных условий. Успейте обменять свой автомобиль в Кан Авто на новый «Шевроле Нива» с выгодой до 60 тысяч рублей. Кан Авто. 20-й фестиваль «Страна поющего соловья» Фонда духовного возрождения Рухият компании «Татнефть» приглашает на гала-концерт. Ждем вас 17 апреля в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в городе Казань. Урамда яз, күңелдән наз, филармониядә Болгар радиосы концерты. Сез яраткан җырлар, сез яраткан җырчылар, танылган юмор сталары һәм музыкантлар. 19 апрель. Филармония. Болгар радиосы концерты. Добрый вечер. Новости «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Волейболистки казанского «Динамо» вступают в бой за Кубок ЕКВ. Завтра в центре волейбола стартует финальная серия против итальянской команды Бусту Арсицио. Это право команда Ришата Гилязудинова завоевала благодаря победе над турецким Галатасараем. В полуфинале наши девушки смогли выиграть в золотом сете. Таким же драматичным получился полуфинальный матч чемпионата России. Обменявшись победами дома и на выезде, «Динамо» в третьем поединке смогла одолеть «Уралочку» со счетом 3-1. Самой результативной в матче стала болгарская доигровщица Элица Васильева. Теперь в борьбе за первое место казанский коллектив сразится с московским «Динамо». Серия начнется 17 апреля в Москве. Мы все спортсмены-профессионалы, то есть нам это было очень надо. Эта задача ставилась изначально, и к этому мы все идем, стремимся. Татарстанская команда по фигурному катанию возвращается с чемпионата мира в Колорадо. Наши спортсмены расположились на 6-й строчке турнирной таблицы. Всего в Американском дворце спорта приняли участие 24 сильнейших коллектива. На верхней ступени пьедестала почета питерская команда «Парадис». Второе место у представителей Финляндии, бронзу завоевали канадские фигуристки. Что касается нашей республиканской команды, то одноименный коллектив «Татарстан» отстал от лидеров всего на несколько баллов. К турниру в Колорадо девушек и одного парня в составе готовили Эльмира Мазитова и Евгения Антонова. И в завершении к новостям стендовой стрельбы. Татарстанский стрелок Дамир Шайдулов, выступающий в дисциплине трап, завоевал серебряную медаль Кубка России. На пьедестале он оказался в заключительный день первого этапа. Турнир проходил на стрельбище Дубрава в Адыгее. В отборочной стадии Шайдулов стал вторым, поразив 114 мишеней 125. А в медальном раунде уступил лидеру этапа Максиму Смыкову из Липецка всего один выстрел. По итогам стартового этапа Кубка России татарстанские стрелки завоевали 3 награды. Помимо серебряной медали Дамира Шайдулова, это бронза Ландыш Кварталовой в ските и Светланы Крашенинниковой в трапе. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. На улице настоящая весна. Снега все меньше, солнце светит все теплее. Вспоминаются строки. Весна заботливо смывает остатки прожитой зимы. По данным сервиса Яндекс.Погода, переменная облачность на юго-востоке республики. Без осадков. Ночные температуры -4, днем около 6 градусов тепла. Также в предстоящие сутки в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачная погода. Ночные температуры около 1 градуса ниже нуля, днем +5. На севере Татарстана пока без осадков, но облачно. Ночью -3, днем около 5 градусов тепла. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси переменная облачность. Ночные температуры плюсовые, +2. Днем около 6 градусов выше нуля. В Болгаре, в Буинске, Биржаном малооблачно и очень тепло. Ночью +3, днем воздух прогреется до 9 градусов. В центральных районах предстоящей ночью около 3 градусов мороза, днем воздух прогреется до +6. В последующие дни температуры станут еще выше. Особенно это будет заметно в дневные часы.
Завтра в Казани переменная облачность, осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +5, +7. Ветер южный порывистый до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 94%. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ.